Здравствуйте, дорогие друзья, гости моего канала. Здравствуйте, дорогие тельцы. Сегодня мы сделаем прогноз на неделю с 10 по 16 октября. Мы посмотрим, какими же могут быть события в этот промежуток времени для вас. Прогноз можете смотреть как по солнечному знаку, так по знаку асцендента, либо по лунному знаку. И также напоминаю о том, что это все-таки общий прогноз. И не воспринимайте все буквально. Помните, что ваша судьба только в ваших руках. Итак, не забываем ставить лайки для обмена энергиями и, конечно же, писать в комментариях, насколько отыгрываются и насколько резонируют данные прогнозы с вашими ситуациями. Итак, также, если я что-то не замечаю, а замечаете вы какие-то совпадения, обязательно пишите мне в комментариях, я обязательно отвечу и напишу, что это может означать для вас. Итак. Итак, дорогие мои, давайте-ка будем смотреть события ваши, тельцы. Так, ну пока совпадений никаких не вижу я здесь. Так. Помещается, помещается. Дальше смотрим. Так. Как-то все в разнобой, да? Есть у нас какая-то разлука, что-то связано с разлукой. Есть либо командировка какая-то, либо кого-то отправляете куда-то. Но это опять-таки временная разлука. Есть. Нет, это не то. Смотрим дальше. Есть болезнь тоже временного характера. Смотрите, может быть, это куда-то отправиться в поликлинику, может, вам придется лечь в больницу, допустим, поэтому какая-то временная разлука здесь. Так, может быть, что-то связано либо с поднялась температура, ухо, горло, нос. Обратите внимание. Так, болит голова, поднялось давление, мигрени, вот такое вот. Все, что связано с головой. Так. Угу. Так, есть у нас либо тайное свидание еще здесь, но это может говорить не только о каком-то свидании, да, в тайне от всех. Это может также быть предложение руки и сердца, либо какая-то договоренность с кем-то, либо вы с кем-то объединитесь, либо какой-то может быть союз с кем-то. Угу. Так, какая-то неприятность может быть. Так, а давайте посмотрим касаемо чего. Что, собственно говоря, тут за неприятность. Так, неприятность. Тельцы, что это у нас за неприятность? А еще ножницы, разрешение какого-то вопроса. Ну вот. И есть у нас, пока карты тасовала, нашла еще ножницы. Придется решать какой-то вопрос, и неприятность может быть. Что за неприятность? И косвенно идут еще какие-то колебания. Вы не знаете, как вам правильно поступить. Будет какой-то выбор или как поступить.
либо что-то придется выбирать, связано с каким-то письмом, документом, какой-то информацией, с каким-то звонком. Мгм. Может быть даже или ссора, или конфликт на этой почве. Для кого-то это проиграется, ну, вот по-разному, у всех по-разному это может проиграться. Так, дальше смотрим, что у нас тут может быть. Так, давайте будем теперь проверять, что у нас еще совпадает. Угу. Так. Тут нет. Так. Мгм. Бокальчик, вот бокальчик пропустила, да, может быть какое-то мероприятие, застолье, либо либо вас кто-то чем-то угостит, допустим, той же чашечкой кофе. Не обязательно это алкогольные какие-то напитки, но вот может быть какое-то такое застолье. Так, еще проверим, что у нас здесь еще есть. Угу. Так, и здесь... А, вот у нас еще встреча. Угу. Так, придется встреча, будет встреча какая-то, и придется идти навстречу. И будет разрешаться какое-то дело, но что-то, какая-то неприятность и застолье. Угу, угу. Так, а что за дело? Сейчас посмотрим, что у нас тут за дело разрешаться. Тут получается либо связано с какой-то командировкой, либо какой-то разлука какая-то временно, но нужно будет решать какое-то дело. Встречаться с кем-то, идти навстречу, о чем-то договариваться. Здесь тоже может быть. Так, решится дело. Дело чего? То, которое было в каком-то состоянии застоя, что-то не менялось, вполне возможно, но сейчас что-то может поменяться. Какая-то давняя ситуация, то, что было в застое в каком-то, может поменяться. Можете разрешать, либо навряд ли может быть разрешение дела, но как-то не так, как вы хотели бы. Нерешенное дело еще раз. Ну вот что-то вот не решается здесь. Не решается. Неприятная ситуация. Угу. Неприятная ситуация. Потери какие-то, что ли? Неприятная ситуация из-за каких-то потерь. Ой, что-то резко, внезапно. Что-то резко и внезапно. Связано с дорогой, опять-таки. И будет выбор. Связан с дорогами. Может быть конфликт. Это то, чего вы не хотите, чтобы случилось. Для кого-то это может операция быть. Для кого-то это какой-то больной вопрос. Для кого-то это что-то резко, внезапно, неприятно. И придется вот договариваться насчет этого. Так, давайте-ка будем подытоживать. Больше я не вижу здесь совпадений. Угу. Пока я не вижу больше совпадений. Давайте-ка будем подытоживать. Смотрите, середина недели, начинается все с какой-то командировки, встречи по поводу, вы хотите решить какое-то дело.
Есть еще у кого-то, ну, у всех по-разному проиграется, да. Есть у кого-то может быть какая-то разлука связана с болезнью, кратковременная болезнь. Там еще выпадала у нас коса. Это может говорить об какой-то внезапной операции или какая-то внезапная ситуация, связанная со здоровьем. Вот. У кого-то, может, аппендицит схватил, да, или вот ну, что-то резкое и внезапно случилось. И может быть командировка, может быть в поликлинику, в больницу. То есть вот такая вот может быть. Может быть, придется с кем-то встречаться, договариваться. Вот, потому что договор у нас вот договариваться и решать какое-то дело. Нужно быть предельно внимательным, аккуратным. У вас будет стоять выбор или так, что-то вот решать или. Так, есть еще такая ситуация, когда вот человек встречается с кем-то вот здесь и для того, чтобы решить какое-то дело, связанное с каким-то отъездом, с какой-то разлукой, какой-то командировкой или что, о чем-то тоже договариваться. Есть еще у кого-то, может быть, кто-то просто заболел. Температура, давление, ухо, горло, нос, вот такое вот тоже может быть. Какая-то неприятная ситуация есть еще в конце недели. И потом еще будет застолье. Неприятная ситуация в конце недели, и может быть еще какое-то застолье. И либо вас просто кто-то чем-то угостит, там, чашкой кофе. Так, ну вот такой вот для вас прогноз. Всем спасибо за просмотр, лайки, комментарии. Всем пока-пока, до новых видео.